Полицейские Нижнекамска ищут пострадавших от действия женщины, предположительно нападавшей на беременных девушек. Информация о нападениях появилась в социальных сетях, но с заявлением в полицию никто не обращался. Стражи порядка сообщения также увидели и выяснили, к нападениям может быть причастна 48-летняя жительница Нижнекамска. Елена Веселова с подробностями. Очень страшно выходить, потому что ругается матом. Все боюсь, что подойдет даже. Тем более один раз даже близко проходила, я уж прям даже отошла. Сейчас нет, я даже в окно смотрю, чтобы поблизости не было. Ее боится весь двор. По словам жителей одного из домов на проспекте Шинников, с виду безобидная женщина, чьи окна увешаны иконами, бьет беременных, демонстрирует прекрасное владение нецензурной лексикой и поднимает руку даже на детей. Дети боялись. Дети, конечно, боялись. И они мои соседи, и вечером там всякие проклятия в окна кричали, и прохожим, и всем. Лучше не подходить к ней, и все. А почему? Ну, немножко современник, что ли, она вот немножко такого плана. Поэтому лучше не здороваться и не подходить к ней. По словам соседей, 48-летняя женщина живет с родителями, не работает. Единственное увлечение – шопинг. Но каждый поход по магазинам завершается скандалом. Однажды, утверждают, она ударила по лицу женщину, которая с ребенком переходила дорогу. Я видела расстояние, женщина ушла вон туда и что. А с коляской женщины за ней что-то говорила, что-то кричала. Об этой истории пострадавшая написала в соцсетях. Комментарии картину дополнили. Случай был далеко не единственный, но в полицию никто не обращался. Полицейские установили местонахождение и личность агрессивной женщины. Она в настоящее время определена в местный психоневрологический диспансер. Просьба ко всем пострадавшим от неадекватного поведения 48-летней нижнекамки обратиться в дежурную часть полиции Нижнекамска по телефону 102. Родственники женщины эту ситуацию не комментируют. С ее мамой удалось поговорить только через домофон. Ее дома нет. А где она? В больнице. А что случилось? Случилось, значит, что-то. Она уверяет, что дочь в больнице. Женщина проходит принудительное лечение в психоневрологическом диспансере.